Симферополе появился первый муниципальный рынок. Российские власти крымской столицы придумали новый вид борьбы со стихийной торговлей. По заявлению властей, на открытой площадке стихийщики смогут торговать, не оплачивая торговое место. Так ли это на самом деле, выясняли наши журналисты. Строительство муниципального рынка в районе Москальца почти завершено. Один ряд, 40 торговых павильонов. Пользоваться этими местами по задумке властей будут стихийщики, которые сейчас занимают пешеходную дорожку. Но не бесплатно. За торговлю в бутике будет взиматься сбор. Власти утверждают, что сбор небольшой. Затраты на уборку и содержание. А вот открытой площадкой смогут пользоваться торговцы, которые приносят на рынок свою продукцию. Но не все. На открытой торговой площадке смогут осуществлять законную торговую деятельность льготные категории граждан, которые сами выращивают сельскохозяйственную продукцию на своих приусадебных участках. Право торговли в социальном секторе данного рынка будет предоставляться только после предъявления документов, подтверждающих наличие льгот. Стихийные торговцы, для которых и создается рынок, рассказывают, бесплатных мест на новом рынке нет, и бутики раскупили бизнесмены. 9 тысяч якобы за землю по 300 рублей в день и по 110 на охрану и на это. Там выдается 2 расчетных счета, на которых перевести 9 тысяч и 3 там тысячи. И бесплатного ничего нет. И плюс оформить там ИП или земельный участок, что у кого есть. Так что бесплатного нет. И для человека, который привез 100 килограмм товара, это просто нереально. Кроме того, в новом рынке торговцам предлагают, по сути, пустую коробку, которую нужно будет утеплить к зиме, провести туда электричество. А люди, которые здесь сидят, они сидят на хлеб зарабатывают, а не миллионы. Здесь заработать 12 тысяч нереально, чтобы просто отдать. Да, ты их заработаешь за месяц, но это прийти тупо отдать и все. И тем более рынок на рынке, не факт, что туда пойдут люди. Муниципальный рынок – еще одна попытка симферопольских властей побороть стихийную торговлю. Глава администрации города Геннадий Бахарев уверен, что запретительных мер недостаточно. Нужно возглавить стихийную торговлю, чтобы организовать ее. По словам торговцев, они не отказываются зарегистрировать индивидуальное предприятие и платить налоги, если бы не было остальных сборов. А молодежь взять? Сколько молодежи торгует? А что молодежи, воровать что ли идти? У молодежи сейчас после института, только в основном с опытом работы берут, да? А какой у него опыт работы, если он только после института пошел? И зарплата 10 тысяч. Если 15 тысяч квартира однушка стоит. Это я минимум прожиточный себе зарабатываю на хлеб. Потому что нет нигде работы. В 52 года я никому не нужна. Горожане к стихийной торговле относятся по-разному. Я считаю, что этот рынок, он помогает людям. Здесь и цены ниже, и продукты свежее. Я так считаю. А мне, например, не нравится вся эта грязища, весь этот шум для людей, которые тут живут. А я не слышу тут никакого шума, тихо, спокойно. А грязь вы тут не видели? С середины августа городские власти начали наказывать стихийщиков административными штрафами. Размер штрафа от 5 до 200 тысяч рублей. Перед центральным рынком площадь даже обнесли забором. Но это симферопольских стихийщиков не остановило. Торгующие освободили одну остановку возле рынка и заполонили другую. Расположились на остановке возле аптеки и отделения банка. Такая же ситуация на Куйбышевском рынке. На площади торговцев нет. Они ведут бойкую торговлю возле нее. Между собой торговцы шутят, если власть за столько лет не поборола стихийную торговлю, то и теперь не сможет.